Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка 2 класс, 57 урок, тема урока «Удивительное рядом». Раздел «Окружающая среда». Цель урока ты будешь учиться выразительно читать сказку, придумывать ее продолжение, вспомнишь, что такое предложение. Упражнение номер 1. Прочитай и спиши предложение, пиши красиво. Далеко ходить не надо, удивительное рядом. Как ты понимаешь смысл этого предложения? Это предложение не означает, что все самое красивое окружает нас. Нужно просто внимательно посмотреть вокруг. Вспомни слова в предложении, связаны по смыслу предложения. Это законченная мысль. Упражнение номер 2. Прочитай сказку. Как ты думаешь, о чем она? Можно ли считать сказку законченной? Почему смеялся ежик? Цифировал. Однажды ночью пошел ежик в лес погулять. Увидел он красный гриб и наколол его на свою иголочку. Увидел желтый листик и тоже наколол. Вдруг он увидел в голубой луже звезду и тоже хотел наколоть на иголочке, но ничего не получилось. Подумал ежик, и накрыл звездочку листиком. Пусть она до утра полежит. А утром под листиком ежик нашел красное солнышко. Очень смеялся ежик над собой. Оказывается, ночью... Вспомни признаки предложения, назови, пофантазируй и сочини конец сказки. В какое время года произошло удивительное событие с ежиком? Расскажи. Сказка незаконченная, ребята. Признаки предложения, грамматическая основа предложения, понижение интонации к концу предложения, точка в конце предложения. Оказывается, ночью в луже отражается звездочка, а днем солнышко. Событие произошло с ежиком осенью. Наколол на иголочку и не снег кадады. Упражнение номер 3. Выбери только предложения и запиши их, поясни свой выбор. Накрыл звездочку, ночью в лужу смотрели звезды. Наколол на иголочку, красное солнышко, ежик очень смеялся над собой. Здесь 2 и 5 у нас это предложение, а остальные это словосочетание. Ночью в лужу смотрели звезды, ежик очень смеялся над собой. Упражнение номер 4. Составь из слов предложения, запиши их. Ночью звездочка отражалась в луже. Утром солнышко отражалось в луже. Отражалось здесь у нас глаголы в единственном числе. Упражнение номер 5. Прочитай информацию. Окружающая среда – это все, что находится вокруг человека. Как ты понимаешь эту информацию? Это означает, что вся природа вокруг нас – это окружающая природа. Что находится вокруг тебя и окружает тебя? Меня окружают деревья, горы, трава. Какие удивительные явления ты видел? Я видел, ночью падают звезды. Ребята, урок окончен. До следующего урока.